За 2 недели работы на вахте памяти бойцам Сыктывкарского студенческого поискового отряда «Поколение» удалось поднять останки 72 человек. 70 из них оказались красноармейцами, еще 2 – солдатами вермахта. В этом году раскопки проходили с 20 апреля по 4 мая близ деревни Спасская Полисть Новгородской области. Студенты из столицы Коми бок о бок работали с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Новгорода. Что примечательно, у 6 поднятых бойцов удалось найти смертные медальоны. Те, кто занимается поисковыми работами, отмечают, найти хотя бы один такой медальон считается большой удачей. Но самих участников вахты больше всего поразила сохранность найденных останков. Когда мы эксгумировали тела, сохранился спинной мозг, также был сохранен головной мозг и волосы на голове. Это меня действительно удивило. Были также в идеальном сохранении зубы. Это было действительно удивительно. Особое уважение вызывает то, что тяжелая физическая работа на раскопках пала на хрупкие женские плечи. Ведь на данный момент студенческий отряд целиком состоит из представительниц прекрасной половины человечества. Но трудности девушек не пугают. Более того, отряд «Поколение» намерен не только увеличивать число своих бойцов, но и расширять сферу своей деятельности. Если мы находим медальоны, там есть, например, фамилия, имя, отчество, то есть откуда призывался, то у нас нет такой возможности вести дальше поиск, находить родственников, и как-то связываться с родственниками, потому что у нас нет, методологию саму мы не знаем. И эти данные передаются в другие дружественные отряды, которые ведут дальше эту работу. Этой работой мы планируем заниматься сами, самостоятельно. На данный момент отряд планирует уже своим грядущие командировки и ведет работу над созданием на базе Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина своего собственного центра архивного поиска.